Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, за то, что вы смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Мужчина, который никогда не сможет вас забыть, никогда не забудет. Давайте посмотрим, кто он, где он. Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком думать не надо, просто загадайте на себя. Так и спросите, что за мужчина, который никогда не сможет меня забыть. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, в венце у нас очень четкая картинка, просто шикарно. Но здесь два мужчины, девочки, два. Смотрите, вы все разные, отсыпка у нас общая. Возможно, что у одних отыграется один мужчина, у других отыграется другой, а у кого-то отыграется и один, и второй. То есть, возможно, всякие варианты. Ну, сами понимаете, это издержки общих гаданий. Поэтому чужое на себя не берите, но и своего, пожалуйста, не упускайте. Давайте я начну с первого мужчины. Первого мужчину мне показали очень спокойным, уравновешенным и немножечко таким, знаете, стыдливым, скромненьким, нерешительным и немножко такой, знаете, тюфячок. Да? Таких называют тюфяк. За себя постоять не может, своего добиться не может. Но как человек и как личность он очень хороший, он очень спокойный, такой уравновешенный. Его, например, на работе очень любят, коллеги любят, соседи любят, родственники им гордятся. Да? Что мужик с руками, с головой, там, не бухает, не разлагается морально, да, из кровати в кровать не прыгает, там, женщин табунами не водит. Да, может быть, он звезд неба не хватает, но тем не менее живет очень спокойной, размеренной и порядочной жизнью. С этим мужчиной вы точно знакомы. То есть был такой период в вашей жизни, когда судьба вас свела на какой-то непродолжительный период, непродолжительный срок. Смотрите, опять же, вы все разные. У кого-то отыграется, что этот мужчина вашим поклонником был. У других отыграется, что он, как-то, знаете, вот пошел на сближение, а в решающий момент, побоялся, допустим. Либо вы, например, не рассмотрели в нем именно мужчину. Да? Может быть, видели приятеля, друга, но мужчину в нем не рассмотрели. Здесь трагедия этого мужчины, что он при всех своих положительных характеристиках и качествах очень скромный, либо очень нерешительный, либо очень стеснительный. Здесь такая картиночка, что вы необычная, яркая, манкая, очень, кстати, сексуальная. А вот он такой, знаете, простячок мужчина, таких называют обычно тюфяк, да. Это обидно, но тем не менее. Но вот люди придумали именно такое слово. Такие обычно мнутся на пороге жизни, да, и дальше они боятся пойти, либо стесняются. Вы, в принципе, были несовместимы, да, ни по темпераменту, ни по характеру личности, ни по взглядам, вкусам, предпочтениям, интересам, абсолютно разные, как небо и земля. Но, тем не менее, это не помешало мужчине вот раз и навсегда влюбиться в вас. Возможно, вы чувствовали его любовь, и вас она тяготила. А возможно, вы так, в принципе, не обратили на него внимания, даже близко к сердцу не принимали. И так может отыграться. Смотрите, я вижу, что этой любви уже так порядочно лет, и он все никак не может вас забыть. И его любовь, мало того, что она не уменьшается, не уходит, не проходит, не притупляется, а наоборот, как-то
как легендами прорастает. Да? Вот он думает о вас, вспоминает, мечтает и очень сильно надеется на то, что вы еще раз либо встретитесь, либо будет возможность за вами приударить. Вот он как сам себе говорит: мне есть ради чего жить. Мне нужно дождаться этого момента, когда мы снова встретимся, когда я все-таки себя заставлю, да, и признаюсь в своих чувствах, либо позову ее на свидание, как-то себя обнаружу. Да, вот он об этом думает. У него очень позитивные мысли о вас. И все его мечты, они очень светлые, они очень добрые, такие нежные, нежные. Он очень нежно к вам относится, девочки. Понятно, что на вкус и цвет товарищей нет, но мужчина, из этого мужчины получился бы потрясающий муж. Вот в плане комфорта, быта, помощи с детьми, с родственниками. Он бы делал все. Он бы делал и мужскую работу, и женскую. Никогда бы вас не напрягал ни эмоционально, ни, может быть, как-то финансово. Опять же, работать бы вас не заставлял. В плане посуда, готовка, стирка. Да, он все бы делал сам. Вот такой вот золотой мужчина. Но есть и минус. Минус вот в его характере, да, что он такой неамбициозный, такой простой, спокойный, довольствуется малым, не лезет на рожон, нет в нем вот этой, знаете, искры, как говорят, харизмы, да? Нет у него этой харизмы. И поэтому живет он скромно и спокойно. А такой красивой и активной женщине, конечно, хочется мужчину подстать. Хочется вот зажечь вдвоем и так, чтобы никогда не тухнуть. Да? Этого хочется. По темпераменту очень не подходите. Хотя в разные периоды, этапы жизни люди склонны менять свои вкусы, менять свои предпочтения. Что я вижу? Между вами точно будет встреча. Либо ваша встреча, она уже как запланирована, судьбой запланирована. Даже больше не для вас, а для него. Как судьба дает отклик. Либо высшие силы, видя, что он хороший, добрый человек, дадут ему вот этот вот шанс на встречу с вами. Да? Вот. А все уже будет зависеть от него. Сможет, не сможет, сделает, не сделает. Даже если сможет и сделать, не факт, что вы это готовы будете принять, либо готовы будете именно с этим мужчиной быть. Но он вас точно никогда не сможет забыть, и не забудет, и не отпустит. И всегда будет посылать в вашу сторону очень много любви, нежности и вот таких положительных флюидов, которые вы можете ощущать. Вот, это есть, и это будет, еще будет много-много лет. Вот такой замечательный мужчина вышел. Так, второй мужчина. Но второй мужчина, он, конечно, другой. Второй мужчина мне идет как тот, кто попортил вам много нервов, кто заставил вас страдать, с кем вы на двоих выпили вот эту огромную чашу, бокал, да, и любви, и страданий. Это все было взаимно. И любили вы взаимно, и страдали вы взаимно. Вижу ворону, вот она сидит, вас клюет, понимаете, она клюет вас. Скорее всего, с этим человеком у вас был разрыв, причем разрыв очень болезненный, невероятно болезненный. Вот именно с этим мужчиной вы пережили самые яркие ощущения, впечатления и самую как и сладкую, и горькую любовь. Вы не вместе. Не вместе вы либо давно, либо, может быть, недавно это произошло, но, тем не менее, вы не вместе. Здесь вот четко идет зеркальность. Зеркальность. Как он любил, так и вы любили. Как он страдал, так и вы страдали. Как он никогда не забудет, так и вы никогда не сможете забыть этого мужчину. Так, и смотрите, ворона сидит, то есть здесь явно вас развели. Развели третьи лица. У кого-то из зависти, у кого-то из подлости, у третьих из ревности. Разные варианты могут быть, да? То есть кто-то вас развел, причем клевали именно вас, либо именно вы были мишенью, да, чтобы вас развести. Значит, эта ворона прилетела со стороны мужчины, чтобы клевать вас.
То есть с его стороны третье лицо было против того, чтобы вы были вместе. Значит, клевали, пока не разделили вас. Воспоминания об этом человеке у вас есть, и они очень живые. Они как и светлые, так и болезненные. То есть такой микс у вас происходит. И у него такие же впечатления от вас, да, воспоминания о вас. Но, несмотря ни на что, опять же, забыть друг друга вам никогда не удастся. С этим человеком я даже вижу, как работа, да, и у вас идет работа, и у него работа над тем, чтобы никогда больше не встретиться. То есть вы, давайте так, и он, переживаете, что если я еще раз ее увижу, либо я еще раз его увижу, я не смогу совладать с собой. Да? Я не могу дать гарантии, да, по поводу моих реакций. Что угодно может произойти. То ли вы друг к другу вот так приклеитесь, и вас невозможно будет друг от друга оттащить, либо вы на друг друга накинетесь, не знаю, с кулаками, с тумаками, и будет фатал. И так может отыграться. Но друг друга вы точно не забудете. Смотрите, мужчина не готов вас встретить. Этот мужчина не может дать никаких гарантий, что он на вас не накинется. А что самое пугающее, как он на вас накинется? С поцелуями, либо с кулаками. Понимаете, скорее всего, ему очень много гадкого про вас рассказали. Знаете, как подставили, оклеветали, грязью облили. И он почему-то в это поверил. Либо ему предоставили какие-то вот как доказательства, но они сфабрикованные, да, не настоящие. Ну, вы все, наверное, знаете, что можно там и Photoshop, да, применить, и сейчас куча всяких разных программ, что угодно можно сделать, да, сфабриковать можно что угодно. Возможно, как раз-таки он, к сожалению, в это и поверил. Вот он говорит, я боюсь с ней встречаться, я боюсь, я не знаю, как я на нее отреагирую. Либо зацелую, либо прибью. Вот как-то так идет. Он намеренно себя ограничивает и избегает мест там, где он может вас встретить. Хотя этот мужчина вас, опять же, да, помнит, сердце содержит. И еще кого-то отыграется, что он старается ничего о вас не знать. Да? Может быть, кто-то из общих знакомых может пытаться о вас что-то рассказывать, и он не слушает, он уходит. Потому что слышать о вас и не быть рядом с вами – это адская пытка для него. Он пытался вас забыть, ну, действительно пытался, но не смог. Не смог. Сам себя за это ненавидит, но все равно в душе, там, в сердце бережно хранит воспоминания о вас. Знаете, это как насилие над собой. Да? Я хочу забыть, но я не могу забыть. Вот как-то так идет. Что касается вас, для вас это тоже, конечно, все было очень болезненно, но вы как-то по-другому реагируете. Вы бы хотели его увидеть. Вы бы хотели посмотреть в его глаза. Возможно, даже у вас есть к нему вопросы. Да? Хотели бы задать, например, как ты мог? Как ты мог поверить не мне, женщине, которая отдала тебе все и сразу, а кому-то другому? Да? Не дал шанса вам и слова сказать. Не дал вам шанса защитить себя, да, оправдаться, защитить. Ну, то есть вы на него обижены, но у вас есть к нему вопросы, и вы бы с удовольствием их задали. Возможно, вы даже как надеетесь на то, что вы его где-нибудь вот увидите, подойдете и зададите ему эти вопросы. Вот. Для вас, кстати, в этом разрыве очень много непонятного. Особенно непонятно, почему он вот именно таким вот жестоким и холодным стал. Как он мог из такого любящего и страстного человека, который там клялся небом и землей, что вы его любовь там одна единственная на все века и времена, и вот так вот поступить. Да? Видите, как психологически мужчина не вытянул ваши отношения. Не вытянул, просто не смог.
Ну и, конечно, вот эта ворона очень сильно постаралась. Кстати, была вот отсыпочка, тоже вот четко между людьми сидела ворона, да, которая разбила отношения. Вот она, пожалуйста, сидит опять в вашу сторону и вас же клюет. Вас клюет. Девушки мои хорошие, забыть вы его тоже не забудете, но вы счастливой станете. И станете счастливой без него. Вот. Вы утешитесь своим будущим счастьем. Либо своим настоящим. Может быть, вы уже познакомились с мужчиной, с кем вы станете очень счастливой. А вот у этого мужчины в жизни больше никогда не будет такой любви, и никогда не будет такого счастья, которое он испытывал рядом с вами. Ну так вот, мои хорошие. Вы вообще друг для друга какие-то роковые идете. Роковые, понимаете? Вот красной вот этой нитью через всю жизнь, через всю судьбу. Но вы с этим сможете жить и сможете стать счастливой с другим мужчиной, а вот он никогда с другой женщиной счастливым не станет. Никогда. Всю жизнь будет сравнивать, всю жизнь будет искать похожих на вас женщин по внешности, по характеру, по темпераменту. Но вы уникальная. Такой второй нету. Ее не существует. И он ее никогда не найдет. Да, так иногда бывает. Это роковые отношения. Это обязательный опыт, который получила ваша душа. Значит, это нужно было вашим душам. Вас как свели, так и развели. Вот. Вы не должны друг на друга обижаться, а должны ценить друг друга как таких, знаете, учителей. Учителей в любви, в страсти, в эмоциях. Ну и опять же, да, даже самая крепкая и сильная любовь может быть разрушена сомнением, ревностью, подозрением. Это может быть. К сожалению, ну вот вам так выпало. Вот. Что касается этой вороны, ну она, конечно, свое дело сделала, но счастливой эта ворона не стала. Не стала. Тут и грех на себя накликала, и беду накликала. Ну и за все еще либо ответила, либо ответит. Так и так может отыграться. У вас опыт, у него разбитое сердце. Но то, что вы пережили, не каждому дается. Не каждому даются такие страсти и такая любовь. Многие люди всю жизнь живут и таких чувств никогда не испытывают. А вы их уже испытали. Такой опыт вы уже получили. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.